Вы готовы услышать еще одну страшную историю про угнетение и колонизацию? Тогда поехали! Ну, Чеченугар, русским людям привет от русских людей Республики Саха-Якутия. Итак, как якуты помогли русским себя ассимилировать? 300 лет назад Екатерина II отправила в Якутию государевых ямщиков, видимо, забыв предупредить, что у нас бывает минус 60. Теперь мы, потомки ямщиков, знаем, что кто приехал с какой губернии. Например, Соколов из Костромы, Филиппова наши приехали с Ярославской губернии, а Макарова и я, вот наши предки Московской губернии. Но приехав сюда, они, конечно, испытали очень большие трудности. Вы считаете, и климатические условия, и вообще жизнь была очень трудная. Но благодаря местному населению, им же тоже был наказ, чтобы этих людей помочь и жильем, и питанием, и одеждой. Полнейшее безобразие. Приехали нас колонизировать неподготовленными, без теплой одежды, без еды. Что за колонизаторы такие? Ну, пришлось их учить, конечно, как выживать в наших условиях. Они учились и так увлеклись, что выучили наш язык якутский. И 300 лет уже на нем разговаривают, и никаких авторских прав не платят. Спустя 50 лет даже путешественники, как они прибыли, путешественники или исследователи говорят, что внуки, да, некоторые плохо говорили на русском языке. Они уже все начали говорить на якутском языке. Вот. При этом они сохранили, наши русские переселенцы, ямщики сохранили свою культуру, знали свою историю. Вот такие нательные серебряные, они же люди православные были. Вот такие нательные кресты. Сохранился старинный свадебный обряд коленских ямщиков. И на столе, когда вот женится, да, или вот из ямщицкой семьи кто-то выходит замуж или женится, обязательно на столе украшены каравай и дичь. И на третий день молодые разделывают хлеб, дичь, угощают всех гостей. Это тоже вот только видя есть. Потом встречает жениха, невесту залпами из ружья стреляет, осыпает зерно, поют обрядовые свадебные песни. И стоят уже 300 лет эти ямщицкие села через каждые 30-40 километров на тех же местах, где стояли эти станции. Совпадение? Не думаю. Мало того, что язык наш присвоили, так еще и обряды наши забрали, духом поклоняются, огонь кормят. Потому что до князя Владимира, как, до православия, как он к нам вошел, мы же все были язычниками. Поэтому на генном уровне, видимо, у русских есть такое поклонение до сих пор огню. И это обязательно трябва да вот на алади вот ну вот ты вот вот алкоголь вот бартын он моя бабушка вообще русская бабушка была. Обязательно ты растахрауна тух берег. Саламат у них баяга, обязательно бая вот хай вот олох меня юблява. Все обычаи, которые есть и в якутске, и в русском, они все переплелись, и мы также вот живем вот так. За 2 дня я проехал 5 этих сел, ну и сразу понял, что люди подозрительные. И я решил внедриться в одну семью, напросился на ночлег. Разговаривали со мной только на якутском, кормили якутской едой, налили чай с молоком. Не спаивать меня не пытались, не колонизировать, явно что-то замышляют. 5 сел вдоль реки Лены, 5 очагов возмутительного культурного братства, где русские песни соседствуют с якутским алгысом, а пельмени со строганиной. И стоят эти села как живое доказательство чудовищного факта. Оказывается, разные народы могут жить вместе и уважать друг друга. Совершенно немыслимый пример для всего мира. Я вот сегодня посмотрел это в реальности. Это впечатляет.